Друзья, всем привет! Сегодня какое? 9 июля. Мы на озере, похожем на море, волнующееся такое. Сзади меня небо голубое, а если вот так развернуться, там гром гремит, может быть и дождик тоже есть. Там тоже вот какие облака сзади меня, посмотрите. Купаемся, отдыхаем. Отпуск небольшой. Волнуется сегодня озеро. Но все равно люди отдыхают, купаются, загорают и успевают и под дождем промокнуть и загореть. Вот такая погода сегодня. Там синее небо, солнце, а там гром гремит. Волна. Вода теплая относительно. Чё, как водичка? Чё не здороваешься? Всем привет! Да. Как водичка? Главное зайти внутрь. Мы на пляже центра отдыха Радуга Вест. Такая сегодня погода. Отдыхающих очень много. Тут как бы дождик наклевывался, все спрятались под козырьки, вот под эти навесы. Песок пока еще теплый, не успел остыть. Там тянет. Макушки какие блестят на солнце, белоснежные. В воде единички только людей. Че, будете еще купаться? Передавайте всем привет. Че, в воду пойдете? Лола, пойдешь в воду? Вот так, друзья, гулял по пляжу. О, тут кто-то, можно встретить такие головы говорящие. Ну-ка, скажи-ка что-нибудь, голова. Что не скажу, я не могу дышать нормально. Дышать не можешь? Могу. А кто тебя закопал и за что? Просто так. Просто так? Кто же это сделал? Ладно, разберемся потом. Друзья, ну мы уходим с пляжа. Хотим прогуляться по территории этого центра отдыха. Показать вам, самим посмотреть. Такие здесь аллеечки. Все в цветах. Тут вот детская площадка. Там тренажеры дальше есть.
Там пруд с рыбой, с рыбалкой, какой-то сом, сазан, форель. Осетр. Здесь этот кафетерий, а рядом бассейн открытый. Кто не хочет в озере, будет купаться в бассейне. Правда, он сегодня пустой. Сам день, замена, ну, воду меняют. Вот этот маленький уже набрали, был пустой вот чуть-чуть раньше. Ну все, здесь лежаки сдаются. Народу кишит. Именно здесь, по берегу дальше, в сторону вправо-влево пройти. Есть люди, но не настолько много. Так вот все пахнет. И вот такие коттеджи мы видим. Срубы, это береговая линия, как бы, со срубами. А дальше пойдем, сейчас посмотрим. Там спортивная площадка вот есть, небольшая. И вот такая карта здесь. Карта ЦО Радуга Вест. В общем, здесь 104 Нет, больше 111. льда. А, да, 111. И улицы вот такие. Улица Весенняя, Минеральная, Бассейная, Радужная. Бульвар Рос есть. Молодежная улица. Солнечная. В общем, территория небольшая. А мы где вообще? Кто-то впервые здесь. Сейчас молодые люди не понимают, где они находятся, что здесь есть. Об этом разговор ведут. В общем, вот такие срубы. Ну, заселенность такая, процент большой, да, я бы сказал. Много машин с казахскими номерами и с местными. И кругом цветов много. Ну, нет, по крайней мере, вот в этом районе. Улица тут. Аллея роз, да, вот это, наверное? Наверное, да. Нет, роз нету, значит, не аллея роз. Абхазские номера. Ну, это местные ездят на таких номерах. Везде кругом мусорные баки. И тоже мы увидели, что их по 2 раза в день опустошают местный персонал. Вот один из них проехал. Вот так вот все сделано удобно. Терраса там. Ну, здесь, смотри, кухня на улице даже. Барбекю. Гараж небольшой для автомобиля. Да, вот аллея роз, так называемая. И кругом вот эти карты здесь расположили. Ну, на каждой улице. Опасные самокатчики. Проблема и сюда добралась с городов. Ну а дальше вот пошли коттеджи уже каменные, пескоблочные. Ну вот видим, что почти везде все заселенное. Мы в таком живем, ну типа такого. Они тоже все по-своему отличаются, но похожие. Да, вот казахские номера. Еще одна машина с казахскими номерами. Тут вот, да, своего деревьями зелено так, своего рода. Здесь все солнечно, без больших деревьев. Да, и свое название она оправдывает
Это улочка Аллея-Рос. Нас Ты это, заходи, если чё. Еще казахские номера. Впереди такая вот площадка. Еще казахские номера. Стригут газоны. Обслуживающий персонал. Да, тут вот такая тоже. Смотрим, что. Тут коттедж продается. Ориентир этого коттеджа. Такая русалка деревянная. Сейчас отойдем. Походу дерево еще живое было, потому что корни прям с него и вырезали, убили дерево, правда, для этого. Тут что, фламинго, наверное, только окаменевшие. А тут вот, ну, эти аисты на пеньке просто стоят, походу. Кто-то старался, вырезал, да. Талантливые люди. А тут медведь. Тоже так же. Очень старое дерево, потому что видно, да, толщина его. И медведь получился. Даже еще оно живое, там веточки зеленые. А, вон там сверху медвежонок еще есть. А еще выше вон там филин сидит. Сейчас подальше. А там два медвежонка, ты смотри. Так сразу и не увидишь. Прикольно. Тут фонтанчик, бассейн. Но фонтан нет. Бассейн только для детей. Без присмотра родителей детям купаться запрещено. Вот они что и делают. И все в розах. Везде можно увидеть статуэтки всяких птиц, животных, каких-то персонажей сказочных, национальных персонажей. И очень много отдыхающих. Грибы вон, олени, там вон павлин, а там вот встречают гостей ресторана. Ну все, везде, конечно, за всем следится. Ежики, грибы, черепахи, еще олени. Мальчик. Да. Ага. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Да. Обеды повез. Такие вот гномики здесь. Лавочки тоже интересно. Деревянные настилы поставили на бетонный бордюр. Вот эта аллея с лестницами ведет к центральному входу. И тут вот такие корпуса, много квартирные, так сказать.
Да, их тут тоже несколько. А вот здание администрации, ресепшн. Вот так выглядит. А там что-то новое строится сзади него. Да, вот это КПП. Сейчас выйду снаружи, тоже покажу. Радуга Вест Resort Центр. Перед входом, перед КПП, там множество всяких торговых точек. Все, что требуется, здесь можно найти. Вот так выглядит КПП. Там стоянка. Ну, кто заселяется в коттеджи, стоянка возле коттеджа. Такая вот прогулка у нас сегодня. Сейчас еще покажем. Там есть крытый бассейн огромный. Ну, вот это вот прям на пляж идет прямиком улица. И опять мы видим маршруты эти. Маршруты целого Радуга Вест. Тоже казахские номера. Везде вот такие указатели. С собакой гулять нельзя, только с поводком и намордником. И чтобы убирались, не сорили и по клумбам не ходили. Вот такие пескоблочные. Основная часть коттеджи, пескоблоки. И у каждого свой хозяин, насколько я знаю. Мы вот на этой улице живем. Вот это вот большое здание, это бассейн. Да, бассейн же это? Да, бассейн и спа. А, спа-центр с бассейном. Тренажерный. И там тренажерный зал. В общем, комплекс. Охрана. Вот в таком мы живем. Сейчас покажу точно. Вот он наш 35/2. Тоже один коттедж на несколько, /1, /2, потом /3 Наверное. или 4. Ну, не будем сдаваться, это нам не так важно. Ну, хочу закончить, друзья. На этом вроде бы основное все мы посмотрели, увидели. Всем спасибо за просмотры. Оставляйте комментарии, лайки ставьте. И кто не подписался, подписывайтесь. Будем очень признательны. Давайте всем добра, мира, здоровья, удачи во всех делах. Всего доброго. До свидания.